17 років суворого режиму для Енвера Мамутова і по 9 років для Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Апсеїтова. Підконтрольний Кремлю Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону сьогодні, попри відсутність будь-яких доказів, вирішив – усі четверо причетні до терористичної організації і планували повалення влади в Криму. Подробиці дивіться у сюжеті. Оголошення вироку тривало менше години. Суддя зачитав лише його резолютивну частину. Окупанти визнали кримських мусульман Енвера Мамутова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Апсеїтова винними у спробі повалення існуючого в Росії режиму та у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. Таке рішення не обґрунтоване, вважають адвокати. Вони будуть його оскаржувати. Их обвинили и признали виновными по 2 статьям. Это участие в Хизбут-Тахрир и попытка конституционного переворота в Российской Федерации. Единственное, что сейчас я готов добавить, это то, что мы будем обжаловать, конечно же, этот приговор. У нас есть 10 дней на это. Однозначно защита считает, что обвинения в деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти во всей Российской Федерации является незаконным и необоснованным. Ще з ночі до російського Ростов-на-Дону почали з'їжджатися кримські татари. Біля суду, де оголошували вирок, зібралися десятки людей. І хоча сьогоднішній суд проходив у відкритому режимі, до зали пустили не всіх. Около 40 человек зашли в зал заседания суда, и при этом около примерно такое же количество людей находится рядом со зданием суда, которых не пустили по причине, в кавычках можем так назвать, это отсутствие посадочных мест в зале заседания. Ніхто з чоловіків своєї провини не визнав. Напередодні у своєму останньому слові судилище над ними вони назвали переслідуванням мусульман. Сьогодні ми на собственному опиті бачимо, як під предлогом боротьби з тероризмом, начиная с 2014 года в Крыму идут репрессии в отношении мусульман со стороны силовых структур ФСБ. Подобные аресты и умопомрачительные сроки – это не что иное, как политически мотивированные преследования мусульман, добропорядочных людей, социально положительных, активных и смелых мужчин и целомудренных женщин. И свидетели, открытых свидетелей, не подтверждают, что не являются свидетелем того, что знают о нашем членстве в организации, распространение литературы, пропаганды, вербовки, возбуждение ненависти среди населения, как пишется в обвинительном заключении. Обвинение построено на лживых показаниях скрытых свидетелей, на совести которых те страдания, те боли наших детей, родителей, жен, родных и близких. Да воздастся им Аллах за всю мерзость, которую они сделали. Виправдального вироку родичі кримчан не чекали, але почути такі тривалі терміни ув'язнення було надзвичайно важко. Рідні обвинувачених ледь стримували сльози. Сьогодні я вислухала приговор, который несправедливо оклеветали моего сына. Я и мой народ никогда с этим не согласится. Мой народ никогда не был террористом и не будет. Мы никогда с этим не смиримся. Иншаллах, хоть и мы дали по столько лет, но иншаллах, Аллах нам поможет. И в ближайшее время наши дети, наши сыновья, наши мужья все вернутся домой и объединятся в дружную свою семью. Это сроки, данные не только нашим мужьям, это сроки, данные всему народу. Так как за стенками заключения останутся дети, жены, матеря и народ, который нашу боль воспринимает как свою. Незаконним назвав вирок кримським татарам і консул України, який був присутній на суді. Він пообіцяв не залишити їх без підтримки. Мы глубоко возмущены теми сроками, которые получили граждане Украины сегодня, которые были озвучены. Украина не оставит без ответа подобные действия. Я уверен, что с помощью всей украинской общественности, с помощью украинского государства ребята не останутся наедине с собой, они будут
поддержаны, они будут под опекой нашей. У адвокатів є 10 днів, щоб подати апеляцію. Її розглядатиме Верховний суд Росії у Москві. Втім, самого тексту вироку на руках у захисників ще немає. Як тільки його нададуть, вони готуватимуть апеляцію. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.